Ну, в тишине леса, в лесу тихо. Вот это не для карасиной подкормки. Да, Тут валялось. нифига. Но я мог, когда кидал, тогда ее вон мыши прогрызли. Тоже закусь для них. Да, Карасины. обедать на озере. Когда последнюю сетку кидал, так меня продуло. Я понял, что лучше в лесу. Да. Самый тяжелый термос, конечно. Закусь была разная. Хлеб да маргарин. Где моя картошка? Со стола уж это убирал вроде. Да тут она. Я же своими руками засовывал. Хорошо. Ну, давай. Ири, у нас по плану сегодня катиску поднять, а я что-то совсем из вида упустил, что там и рыба может быть. Ты какую-нибудь посуду взял? Нет. И я не взял. Я даже не подумал. Блин. Не дай бог сейчас 10 ведер там этой карасей попадет. Что делать будем? Рюкзаки прямо валить. Будем 150 сантиметров и больше брать, остальное нафиг выпустить. Но все равно, хоть какие бери, в рюкзак пихать. Больше некуда. А у меня салофан с продуктами, который был, вот туда. А там ведро влазит. Да. Ай, вот блин, как-то упустили. И это меня опасение вызывает. Блин, может попасться там рыба. Ай, посмотрим. Так, ну что, я поехал проверять катиску. Если совсем ничего не будет, плохо. И когда много, тоже плохо. Но много вряд ли, потому что я катиску так получилось, что прямо на склон. Достаточно крутой склон получилось поставить. Так, палка на месте. Что-то я не понял. Так, веревка тоже есть. Ну, раз веревка есть, большая вероятность, что и катишка есть. Ну, давай, веди меня, веревка. Ага. Билет. Валерий, не хочу пугать, но, по-моему, переставляли. У меня не так стояло. Пусто. Абсолютно пусто. Ну, пусто так пусто. Что ж. Сейчас я это куда-то надо привезти. На берег выгружу. Все бы в этой истории с катиской ничего, кроме одного. Я вообще-то морду ставил подальше от травы, чтобы побольше рыба размером попадалась. А она рядом с травой сейчас кинута. То бишь, я так не кидал. У меня полностью далеко уходила, а тут видна она была. Под водой, близко. Ну, варюги есть и в лесу. Рискуют, правда. Так, ладно, я пока его здесь оставлю. Потом заберу на зимнюю стоянку. Хаба! Ну, на нет и сюда нет. Ладно. Ну что, дорожку надо проверить? Или не надо? Надо. Ты куда ветер, блин? Сначала
Сначала вдоль крутого, а потом вдоль травы, с другой стороны. Ну, что, ребята, давай. Опа. Блин, против ветра. Что сказать, это озеро заморное. Рыба загибается очень часто. Если тут хороший экземпляр, хрен его знает. С реки, если весной зашел, то есть. Не зашла, значит нету. Осталось проверить. Заодно мышцы покачаем. Так, корягу, конечно, ехать надо. Так, сюда ехал. Ничего не схватило. Ну, поедем обратно по ветру. С другой стороны. Ну, давай. Это озеро заморное. Какая рыба тут. В принципе, это ждать следующей весны, пока новая партия зайдет с другого места. С реки. В основном с реки. Ладно. Какая тут щука сохранится? Завтра посмотрим. Ну, какая тут щука? Ладно. Мы-то сети поставили. Килограмм попадет, наверное. Ладно. Нам что попало, то и ладно. На крайняк будем селедку соленую тут зимой. Как меня несет, куда не грибу. Так, ну лодка что? Капитально вытягивать ее. Палку воткнул, рыбацкий узел, не унесет. Ну, жди до завтра. Можем и подтянуть. С Катиской, я думаю, все-таки какая-то темная история. Темный лес. То ли ловится на нее, то ли не ловится. Я бы подумал, не ловится. Но с другой стороны, куда ни кинешь, где караси, там везде попадало. Куда бедно. А караси тут есть. Это первое, а второе. Ну видно же, блин, кто ложит сеть, это вот эту катиску, запоминает. Хочешь не хочешь, запомнишь, как он лежала. А она сейчас подъехала, сразу увидела, она не так поставлена, как у меня было. Чья-то хапающая рука. Очень большое подозрение посмотрела, что там есть. Рисковал товарищ. Не товарищ. Говнюк. Ладно. На этот раз будем считать, ему повезло. Судьба такая. На каждый хер догадаешься, почему и как. Ну, в любом случае, лично я думаю, что килограмм должен попасться. Как раз ведро, чтобы заполнилось полностью. Все не попадет. Попадет. Наверное. Ладно, доживем до понедельника. Ну, в смысле, до завтра. Так, что ты думаешь? На тропу прямо свалилась. Нифига, терпеть не будем. Секать есть? Достаточно. Все. Гуляй, Федя. Красота. Все. Ничего не мешает. Бегал, лодку посмотрел. Не знаю, сантиметров 5, наверное, вода подняла. Вашка или лодка? В лодке точно поднялась. А 5 сантиметров, скорее всего, на Варске, на реке.
Слушай, как-то обидно. Прогноз Сыктывкара сказал сильный дождь. Блин, он что, Коми республика, я понимаю, здоровая, большая. Там он весь выдохся, и тут 2 капли упало, и все. Это для нас сильный дождь. Я-то думал, дождь будет, хоть вода поднимется посильнее. Легче ехать обратно по реке. Ох, придется по маленькой реке возвращаться. Сыктывкар, где дождь у нас? Не просто дождь, а сильный дождь. Я плащ с собой таскал туда-сюда. Сколько, думаешь, у нас температура? 5. 5. У нас, как в Москве, плюс 7,5.